потом на весь мир, короче, позориться с этими киллерами. Потом, опять же, минус имиджу государства, встречать этих киллеров там персонально где-то в аэропорту, вообще обмечали. Я не знаю, что они так, короче говоря, вот, о, дохкум это, ногчи, амдон, да, там вообще, короче, обмечать, да. Идет целенаправленная дискредитация. Что тут непонятно? Не хотят дискредитировать. Слушай, извини меня, уже 350 тысяч подмолку за одному за ногчи. Третья часть Но населения находится в Европе. против какого такого какого-то крупного государства, настолько оставляя следы, ведется настолько крупная охота. Я бы альтернативы других государств даже таких не вижу. Может быть, где-то там, я не знаю, где-то там в конце параграфа какой-то газетенки происходит каких-то там диссидентов, но мы, короче говоря, у всех на виду, у всех, короче, на глазу, и я не знаю, короче говоря, можно сравнить Россию борьбы против нас, как это как ловили фашистов по всему миру, короче, настолько охота открыта против нас. И это послание диссидентов, послание вот этих, особенно религиозных, короче говоря, психологов, в Европу, да, со стрицами ухали вообще. И называть это мелкой какой-то операцией, я не знаю, как это в голову может прийти. Arvoisa kysymys on Jesu. Syy Jesu. Şöyle klima çakayalım. Hasan, da huoler операция Шмаков. Это ее. Да не, дух мелкий. Да, точно, ты прям с багром это мелкая ребешка такая. Головастик сейчас, то ветчина. Я пацаном там ловил на телеке головастиков. Или на окулу ловил, головастик. Там, там есть покупнее рыба, которая неизвестная, ну и, скорее всего, какое-то прикрытие там ведут. А так, конечно, Европа не смогла создать, единый центр создать. Пробовали с Акаева, пробовали с другого, третьего. Единый центр создать, там, ведущих там специалистов там привлечь. Шорт Хайкалдо, Шорт Бейршмуду, например, тот вот этот Милори, который насос изобрел там в Норвегии, там, патентах, там, ну и нефтяной промышленность, какую он пользу принес огромную для Норвегии. Кюйкшталило, Шуцарев. И так, что луккомовой специалист, Айсайбаган. Все, кто смог пристроиться, пристроился общий, ну и создать. Цап, я посол соцсети, регулярный, сам Держстат, Далуштат, Дойчстат. Неинтересно им все это. Свои проблемы у них. Сондель, Масбячунден и фамилия Яцельс, он миграционную службу сгулял в Польше. 2000, какой год был, 7-й или 8-й год был, я с ним персонально... Не, Пукаев, я тоже с ним беседовал. Я имею в виду, что Польша волчина, польские миграционные службы сгулят, я слуба. На тот момент, в 2006 году, через Польшу перешло, он сказал, 36 тысяч человек, чеченцев. Только чеченцев. 36, он сказал, тысячи. То есть, Уахен, 3 минуты, а камер представь себе, 300 километров нет, чтобы просто побеседовать. Так, первый собовший данный Шибарцу через одного в 2000 году по 2002 год через одного с высшим образованием из 1000 человек 1-2 человека с высшим образованием. То есть работяги строители там, это там, комбайнеры, трактористы и так далее подобное. Вал пошел. А вначале это действительно специалист мобильный шорт, не свой шорт, бомбу куда-то. Мой горбель бюч да, юрист, технолог, инженер, бол, шорт твой ногти бомбу. Тем более с их поколением. Я вообще молчу. Но общей координации, нет у нас общей координации.
Медаль, он сам не поднимается, он сам сказал, шикара, берет гумадачная. Моя цель сохранить знамя. До армии, кто служил, ты же помните, знамено, знамя охранять. Рерк, пост номер 1 рерк. И знамя, да, я вот полк расформировать, я ж мою. Так что ему поручили, соответствуя службы, поручили ему охранять вот это знамя. Ну, дальше-то мы не можем продвинуться. Деоккупации. Бомбовать, Сангя, бомбовать. Нету, такой силы нету, тем более около империи. Поэтому после езды мирный договор заключить от езды, отложенный статус. Какой отложенный статус Масхадов подписал, когда Джохар Дудаев после попытки 2 переворотов, он предотвратил 2 переворота, он сказал, раз и навсегда объединенный Конгресс чеченского народа дали 1 ноября 1991 года провозглашать суверенное государство на основании статьи 3 Устава ООН. Все, не надо его провозглашать. Не надо никакой отложенный статус. Отложенный статус на 5 лет. Это что такое? Я 5 лет не имею права в туалет, что ли, сходить, что ли? Что это такое? А потом, говорит, всех мочить в сортирах. Как бы метко, все перестали бегать в сортиры. Игра, да, большая игра. Идет раздел третий раздел мира идет. Это Андуй. Один Халтин, один Цагойшин. Вы посмотрите данные, которые по Украине. Вы модуете 3 Хиросима и Нагасаки потерять. Понимаете, 3 Нагасаки. Атомные бомбардировки, данные, посмотрите, сколько людей погибло. Они 3 раза превысили Хиросиму и Нагасаки. Колоссальные, мы тебя потеряешь. Колоссальные. Там же мерили себя 1000 с чем-то километров. Халахоз, ох, кинцатарана, и мы тебя. Катастрофа. И они сами понимают, что это катастрофа. Ублюдки. Да, ребята, мы тут занимаемся слишком мелкими делами, расходимся, да. Тогда слишком слушали заниматься, да, да. Там индустриальная революция и так далее, короче. Есть цель ходилась пуза. А эти Шмаковы, Тумсо Абдурахмановы, какие-то там Яндарбаевы, да, это все не важно, да, вообще, короче. Сейчас я тебе сказал, ты прямо из моих губ вырвал это слово, это пескарик, смотришь, это маленькие пескарики. Там крупные акулы где-то прячутся, крупные акулы. Если тогда самолет чувать, я обожаю чувать, самолет весы виняли. Он уже вез, Лондон акции вез на 3 миллиарда. На 3 миллиарда долларов акций. И Тираюль, мой спектакль. Они не посмотрели там на такого крупного журналиста. Айда пошел самолет. Только успел взлететь, ухандокали обоих. 2 зайцев за один раз. Из Бажаева, Мирвори шел на журналиста. Очень комфорт, международники, кант. Сразу 2 убрали. Идет крупная борьба идет. Хасан, а по каким вопросам тревожит Вамегерду? Особо дела, я наушники одену. Хуя ламаху. А по каким вопросам тревожит Вамегерду Багарсан? Ну, в принципе, мой профиль там юриспруденция. Я другими вопросами не интересуюсь. А так тревожит, что... Юридически Чмака, он инкриминирует Вамегерду, да?
когда на работу брали в ГАИ, в Советский Союз, подходили и говорили, давай экзамен, прими экзамен, иди поделись к столу. Ну, бар, гаишники. Ну что стоишь тут? Провода раскинул. Небось, верните связь держишь, ой, да вола бар, гаишник. Сунида на Шмакова абсолютно мне не интересен даже. Понимаешь, это то Чарлочина, ülsölissä пискарик, я только ютшо, минули за барментарь, пискарик, там мелкая сушка, отвлекающий маневр Гетсони. Изи, это Тумсуи, вот этот Шарашкин контора. Это отвлекающий маневр Олчинах от основных таких серьезных вопросов. А серьезный вопрос в том, что они в 2009 году Россия по закону и почал кричать, Конституционный суд, почему он не подал этот самый Закаев, Конституционный суд жалобу? Конституционный суд России подал бы заявление. Операция, которая была проведена в Чечне, антитеррористическая, официально указом закончилась, если не ошибаюсь, 15 или 16 апреля 2009 года. Она официально закончилась. После этого окончания этой спецоперации Россия должна была вывести свои войска оттуда. Это закон. То есть Путин нарушил закон, свой собственный указ нарушил. То есть нарушил Конституцию. А нарушение Конституции что? Это импичмент президенту. Это почал кричать, когда это... Ты пропустил 2003 год, когда они сфальсифицировали референдум. Утвердить. Нет. В 2003 году референдум они не имеют права его по закону проводить. Почему? Потому что на тот момент Чечня находится в оккупации. Оккупационная войска, так я. Вот, Армения. перед каким референдумом сразу на 2009 год перешел. Ты референдум Цундела, референдум, который провели они в 2003 году, является с буквой закона незаконным. Он незаконен. Ну, согласен, но по итогу, короче, Чечня сделала свой выбор и осталась в России. Референдум о принятии новой конституции, а уже в конституции было все прописано. В самом вопросе да, конституционное решение они принимали. Только меня выкидывают, и вас тоже выкидывают. Марселей. Цундела, Санчо, для чего вообще была принята Конституция? Вы же прекрасно понимаете, цель какая была? Чтобы вернуть Чечню в конституционное поле России. То есть само принятие Конституции, это и есть, мы, как референдум, что мы входим в конституционное поле России. То есть аннулирует нашу Конституцию Александра 92 года. Но не тут-то было.
Не зря Джагар сказал, коман кайи тищат чигаз бежаля. Говорит, талантливый ты был, очень талантливый был. Надо было, ты очень побор. Я как пенсионер могу бесплатную консультацию дать, то, что я знаю. То, что я не знаю, я всегда говорю, я этим вопросом некомпетентен, Оля. Ответить только по моей компетенции могу подсказать. А проблемы вот бесплатно, кстати. Ну и шпаковские темы для тебя слишком мелкая тема, я считаю. Принятие, да, у меня, ну, будет на всякие, терзают меня сомнительные мысли, Иван Васильевич, оба, Шпакова брал, Шпакова не брал. Человек должен быть максимальным открытым. Те, которые со мной работали, они знают, кто я такой. Милора Кадыров, Ахмад Аджинидович, Владимир Владимирович Путин знает, чем я занимался в первую кампанию в Арте. Он говорит, да, у меня все открыто. Абсолютно. Это импичмент президенту. Ты можешь обратиться, я могу сказать тебе, я могу... Са проблема, ты можешь напрямую обратиться Александр Васильевич Бортников был, что он са Лубянки наш. Второй, руководитель агентства безопасности Польши, ну сейчас там уже новый там какой-то там сидит там, который пригласили меня на работу. Давиденса, Золотые горы пообещали мне, я там выступил на нескольких там собраниях, там специально военной разведки, и что мы учащиеся там технику собрались, там институты собрались выступить и дарявали. Люди там выступают, там в интернете где-то есть там ролики, неинтересные. Но кроме этого, они мне предложили работу и защиту государства, польского государства, полную защиту меня, моей семьи. Предложили мне работу, но я отказался. Нет необходимости. Так что можешь обратиться. Все дороги ведут в Багдад, и плюс был вопрос, и почему-то все дороги ведут в Лубянку. Да, конечно, потому что я еще в 99-м году я работал в службе безопасности, возглавлял службу безопасности в Рособоронпроме. Меня пригласили на работу, я сказал, нет, это не мой профиль, социолог. На кону стоял $1 миллион по переброске совместно с сотрудниками ЦРУ у нас курировал. Я же открытую говорю, там, там, всякими там завитушками, там, что блогер, я открытую веду. Карч открытую иду, понимаешь? Поэтому на кону стоял госсекретарь, вот Джеймс Бейкер Бокш. Джеймс Бейкер нашему сотруднику ЦРУ сказал, так, вот каждый получит $1 миллион за переброску С-300 для расшифровки Соединенных Штатов Америки. Да, они его украли, а самолет приземлился вместе с ПМУ С-300, приземлился в штате Невада, военно-космическое агентство в штате Невада. Самолет там приземлился. У меня, так сказать, пинка под зад турнули, что не доглядел. И да, шоу цебара, С-300 грузить тешь. Суваться цена остров цигар. Он сейчас, я с ним особо отношения не поддерживаю. Он являлся резидентом ЦРУ, он был. Потапенко Евгений Михайлович был. Что ли? Где была Сулейманов, договорились он там в моменте. Он, да, учится разделе. Специфическая работа была, специфическая. Пиши, Балхабо, Росборонча, Церхинаш, ЦРУ, сотрудник Морхинаш. Шайон, Ламаку.
в городе Москве, Рособоронпроме, сейчас без с чем там, дух случайно Путин, ты там Волчина, чему качишься, ты меня, видимо, не заметил, что море, что не, Холлайцерцу, чувак, ты не мог там быть, потому что, я знаю, хорошая пропускная система там. Просто так туда не попадешь ты. Я знаю только одного человека, чеченца, который имел допуск туда. Только один. Ламухо, Ого, громовацы. городское Вот. судилище, государственное судилище, табличка школьчик, хамуацер, ламанху. Все отец на вот и был. А Сундер, я на твой... Ламанхо, я на твой прямой вопрос, я тебе ответил в прямой ответ. Самая проблема, открываешь интернете берешь номер телефона и говоришь, что Ламанхо, я по псевдониму, я, например, агент Ламанхо, работаю на какую-то такую разведку. Ты можешь спокойно выйти на них и прям напрямую, может, дадут тебе ответ. А может и не дадут, я не знаю, я тебе уж молодец, но я тебе право даю. Я же там не под псевдонимом там, агентурным там выступаю, я выступаю от своего имени, как кадровый офицер выступаю. Чабаев Хасан Супьянович. Село Братское, Чеченской Республики, Натеречный район. Проживал в городе Москве. Севашская, дом 2, корпус 2, квартира 258. Имел несколько конспиративных квартир. Конспиративных квартир. Шуй. Ну, это Ярий Чукуев. Кто-то. Дом с красным петухом на крыше, так дома он, Хасан? Садовсон. Дома с красным петухом, так Садовсон. Лейла, Сумхара, Айкник Цаяши, Айкник Яши, Ари сразу, так где он задарован. Яшиш Маяши раз. 13-й отдел или с 13-й отдел Верона в этом доме с петухом на крыше, с красным петухом на крыше. Да где он? Ну, да Генсон, я знал этого Петухова Вузусу, начальник 9 управления КГБ. Что он был сотруднич базы, Хасан? Что он был сотруднич Саргуалар, так дома? Садов, я не сталкивался с ними. Что бы же бил было? Гуриш, Алрон, Гуриш, Воронеж. Это бывшие вот эти дворянские девушки, шпасер, выявятся девицы, выявятся школа моя царек, короче, благородных девиц, школа благородных девиц, что он бьешь, Булгарин, Воронеж, что используют бьешь. Гуриш буалар цариш, вот представь, да? Касан мети, а Гуриш его создал, он из книги Чуахай, Уран Чуахай был. Это основной аппарат, агентурный аппарат, кстати, есть вот эти девицы легкого поведения, основной аппарат мои, которые используют, но не всех, конечно, самые такие одаренные используют бокса.